Знаете, просто хотел бы внимание привлечь вот к какой проблеме. То есть оккупант оккупантом, это понятно. Я думаю, никто не испытывает иллюзий в отношении Путина, России. Истинное лицо на протяжении 4 лет, наверное, поняли все. И крымчане, я имею в виду как бы переселенцы, и вся Украина точно поняла. Не думайте, что я использую там вашу площадку для какой-то критики власти, но тем не менее я озвучу такие вопросы риторические, на которые каждый ответит для себя. Вот как вы считаете, если бы Крым оставался, Крым остается Украиной, я имею в виду, если бы этой проблемы не было, да? И вот произошло такое происшествие с Титаном. Как вы думаете, должен ли был бы президент или премьер отреагировать на эту проблему? Конечно, несомненно. Речь идет о жизни и здоровье огромного количества людей. Потенциально это катастрофа, которая грозит нескольким регионам. 100%. Мое мнение точно такое же. Тогда вопрос, почему же сейчас, после, считайте, уже сейчас там 2-я неделя идет, да, после выброса, почему сейчас ни президент, ни премьер, ни министр экологии, ни даже там Оксана Денисова, никто среди официальных лиц страны не реагирует официально на эту проблему. Вместо того, чтобы наоборот сказать, граждане Украины, которые остались так или иначе в Крыму, а такие же есть, да, приезжайте в Украину. Поймите, мы не имеем доступа там к крымской территории, вы об этом знаете, но приезжайте в Украину, мы обеспечим вам там временный санаторий, школу, для того, чтобы дети могли учиться в школе, и так далее, и так далее. Как минимум можно было бы отреагировать информацией, ведь Министерство экологии Украины знает же прекрасно о ситуации, которая с Крымом. Есть же местные экологи, которые можно легко запустить ролик, можно легко отреагировать хотя бы на сайте, что вообще могло случиться, как людям себя вести, начиная от того, что там пить молоко, не пить молоко, насколько это опасно, ходить ли в респираторных масках и так далее. То есть это должны были сделать специалисты. Вопрос, почему не сделали? Неужели это так сложно? Вот у меня это вызывает какое-то, знаете, дикое какое-то негодование, и я не могу понять, то ли украинская власть не делает этого из-за своей некомпетентности, то есть они не знают, как управлять страной, да, то ли они не делают это намеренно, потому что уже четко смирились с тем, что Крым это Россия, давайте заниматься, значит, Донбассом там и, условно говоря, войной, на ней зарабатывать, спекулировать и так далее. Про Крым давайте забывать и даже не будем говорить о проблемах, вообще об этой теме. Вот у меня это вызывает вопрос. Замалчивать проблему, это только загонять ее далеко для того, чтобы потом было совсем сложно. А какие еще могут быть объяснения? То есть, почему так происходит? Кстати, ведь долгое время, собственно, и оккупационные власти тоже скрывали о том, что происходит в Армянске. Какие-то рассказы выдумывали, небылицы. Рассказы выдумывали. Доктора боялись сказать о том, что это отравление. Почитайте, вот я там читал активно в соцсети, говорили о том, что да не переживайте, это у вас ОРВИ, не переживайте, это у вас аллергия. Никто не говорил, ребята, у вас серьезное химическое отравление. Откуда это оно? Но, вы знаете, тут другая сторона медали. Еще раз говорю, все прекрасно понимают истинное лицо Российской Федерации. Никто не ждет от того, что вдруг чиновники выйдут к людям и начнут говорить правду. Говорить, смотрите, это мы не досмотрели, это мы там не додумали, не штрафовали крымский Титан, не заводили уголовные дела. А сейчас, по-моему, Аксенов или кто-то сказал о том, что, значит, крымский Титан ждет какая-то там административная ответственность. Естественно, никого не посадят. Это же мы понимаем и знаем. То есть но тут же мы должны о себе больше говорить, что мы сделаем. С ними-то понятно все. Вот что мы делаем, как мы боремся за людей, как мы боремся за граждан, какие услуги мы им оказываем как государство. Потому что государство-то способно, должно защищать граждан Украины, независимо, которые остались на оккупированной территории в Донецке, на оккупированной территории в Крыму. Это наша прямая задача этим заниматься.